Доброе утро. Рад вас всех видеть. Кто пришел? Да, нас как-то вообще мало, но, знаете, как написано, что бы ни происходило, я и мой дом, мы будем славить Господа. Мы будем начинать. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся, мы прославим Господа. Всегда говорил, что нам нужно, чтобы у нас на сцене было столько же людей, как в зале. Сейчас практически у нас. Я только имел в виду, что нам сюда нужно побольше наполнять, чтобы как в зале было, а не чтобы там пустело. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя, Господи, за милость Твою, благодать в наших жизнях, Господи, в жизни нашей церкви, нашего города. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, мы поклоняемся Тебе, воздаем Тебе всю славу, всю хвалу и просим Тебя, Господи, веди это собрание, наполняй наши сердца, говори нам, Господи, пусть никто из этого собрания не уйдет равнодушным во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господи, каждый человек пусть получит то, в чем он нуждается. Может быть, он даже сам не знает. Господи, кому-то нужно ободрение. Я провозглашаю, что будет ободрение. Кому-то нужно слово знания, как поступать и что делать в какой-то ситуации. Господи, пусть не будет никакой неясности, но будет определенность. Пусть человек немало не сомневается, пусть придет это слово. Господи, и мы просим Тебя за всех наших братьев и сестер, кого нет сейчас, кто по каким-то делам отсутствует, чем-то занят. У нас дачи сейчас начались, еще что-то. Господи, благослови каждого, где бы он ни был. Пусть они преуспеют в своих делах, Господи, и пусть они уже найдут время для того, чтобы быть здесь. Еще раз, Господи, мы собрались здесь ради Тебя, во имя Твое. И прими всю честь и славу. И весь Божий народ сказал: Аминь. И давайте мы Господа прославим. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма
надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Возглашаю громче, 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 возглашаю громче. В присутствии врагов моих возглашаю громче. И вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче. Мое оружие хвала, возглашаю громче. За нас воюют небеса, я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче, хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче, хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, 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 воскликну аллилуйя. Воскликни! Аллилуйя! Давайте еще будем прославлять нашего Господа. Аминь. Твой крест меня к тебе влечет. Душа моя поет, душа моя поет. Твоя любовь меня к тебе зовет. Душа тебе поет, душа тебе поет.
любви Твоей. Что лучше милости Твоей, а мы жизни души моей. Что лучше может быть любви Твоей. Что лучше милости Твоей, ведущей нас с Тобой к Тебе. Что лучше может быть любви Твоей. Петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Скажи, петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать.
я буду петь ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить Его дела, я буду петь ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить Его дела, я буду петь ему аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будем в каждом дне славить Бога, ибо Он достоин. Аллилуйя! Ничто нас не разлучит, даже если убегу, любовь твоя верна, любовь твоя верна. Я знаю, что оступлюсь, но в милости твоей я обновлюсь, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна, и там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Глубины вод и ветер все сильней, но не один я посреди морей, ведь любовь твоя верна, любовь твоя верна. И пропасть так широка, не думал я достичь ее конца, но любовь твоя верна, любовь твоя верна. Ты все такой же вовеки, любовь твоя неизменна, и там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушует шторм, мне бояться нет нужды, ведь знаю я, меня любишь ты. Любовь твоя верна, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна. Господь, ты все обращаешь во благо, любовь твоя верна.
Аллилуйя. Все во благо, воздай ему всю славу, потому что Бог благ в каждом дне. И мы хотим быть ближе к тебе, Иисус, с каждым днем. Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Как воск растают горы перед лицом его, силы тьмы трепещут перед именем того, кто вознесен над всеми, выполнившим воскрес, кто сможет устоять перед его величием, 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 его величием, величием. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, ты велик, кто достоин, кто сравнится с тобою, царь наш, ты велик. Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу.
Нас не так много сегодня. Давайте, знаете, ценить тех, кто, знаете, наши братья и сестры, и они не пришли сегодня. Знаете, когда человек, он постоянно рядом, такая тенденция, что ты как-то, ну, куда он денется? А потом его вдруг нет, и ты понимаешь, что он тебе нужен. Я к чему это? Для всего есть свое время. Сейчас у нас время, я не знаю, кто-то занят своими заботами. Слава Богу за вас, что вы не оставляете собрания, вы приходите, и вы верные. Но давайте мы возьмем буквально пару минут, нас не так много в зале. Давайте подойдем к каждому и скажем что-нибудь приятное. Поблагодарим, скажем, что как здорово, что ты здесь, что ты пришел. Слава Богу за тебя. Пусть у нас не останется ни одного человека, к которому все не подошли. Да, и вот прославление тоже уже может потихонечку. Не там выключил. Хорошо, слава Богу. Я вот хотел тоже ко всем подойти, вот, чтобы не затягивать, а то у нас слишком это будет. Еще раз, огромное спасибо вам за вашу верность, что вы здесь. И прежде чем мы дальше пойдем, давайте мы помолимся. Опять же, будем использовать преимущество, что нас не так много. Если есть какие-то особенные нужды, можно их сейчас озвучить, мы будем молиться все вместе. Если вы стесняетесь, не хотите озвучивать, когда будем молиться, просто говорите это сами, хорошо, громко. И мы все вместе в церкви согласимся. Хорошо? Если кто-то хочет что-то сказать, сейчас время. Да. Сестра Алена. Небольшая авария. Живы-здоровы, в смысле? С чем? Хорошо, помолимся. Как здорово, что у всех все хорошо. Судя по усмешкам, видимо, нет, но как бы ладно, давайте
озвучите, когда это. Давайте мы помолимся. Хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог, и что Ты наш Бог, и что мы можем приходить к Тебе. У нас такая привилегия приносить свои нужды перед Тобой, и иметь надежду, что мы будем услышаны, Господи, что Ты восполнишь каждую нужду по богатству Твоему и Твоей славе, как Ты обещал. Господи, мы просим Тебя вот за сестру Алену, Господь, и Ты знаешь всю ситуацию, то, что они попали в аварию, где-то застряли, теперь выехать не могут. Отдаем все в Твои руки, Господи, и просим, чтобы все разрешилось, Господи. Дай мудрости, дай нужных людей, дай денег, Господь, чтобы они все исправили, чтобы они уже добрались сюда в целости и сохранности, Господи. И просим Тебя также за их сердца, Господь, чтобы не было никакого огорчения. Господи, как мы сейчас пели, Ты все можешь обратить во благо. И мы просим, чтобы эта ситуация, она также обернулась им во благо. Написано, что пути Господни, они неисповедимы. Господи, Ты знаешь лучше, как и что, и мы отдаем эту ситуацию в Твои руки и уповаем на Тебя, Господи. Отец, мы просим Тебя также за каждого человека в нашей церкви, у которого есть какая-то немощь или болезнь. Господь, Ты сказал, что, Иисус, Ты понес наши болезни на кресте, что Твоими ранами мы исцелились. Уже мы получили исцеление, Господи. И мы просим Тебя, чтобы это было реальностью в жизни каждого человека в нашей церкви. Прямо сейчас мы запрещаем всякой болезни. Мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса. Господь, пусть будет на все Твоя воля, Господи, но наше желание, чтобы ни у кого не было никакой хвори, Господь, во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя также за всякое устройство в бытовом плане для многих людей, кто, может быть, ищет жилье, кто переезжает, скоро новый учебный год. И у нас жизнь вообще вся новая начинается с сентября. Господи, устрой все. Всем, кому предстоят переезды, Господи, всем, кому предстоит выбор школы, смена места жительства, Господь. Отдаем это все Тебе и провозглашаем Твой покров, Твою защиту, Господи, и усмотри все. Также, Господи, просим Тебя за каждого человека, кто думает о смене работы или ищет сейчас новую работу. Господь, усмотри так, чтобы была достойная работа, хорошая оплата, чтобы оставалось время на себя и время для Тебя, Господи. Приходить сюда в церковь, служить Тебе, Господи, просим Тебя об этом. Господь, также просим Тебя о Твоем водительстве для каждого из нас и для всей церкви, Господи. Уповаем на Тебя и просим Тебя, Господи, веди нас и дальше. Господи, новый сезон. Как написано, из славы в славу. Мы ожидаем, что церковь, она также будет двигаться, Господи. Пусть будут новые идеи, новое вдохновение. Ты сказал, вот творю все новое. На каждый новый день, Господи. Мы не живем какими-то старыми вещами и старыми победами, Господи, но мы ожидаем от Тебя. Мы просим Тебя, чтобы в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи также было новое время, Господь. Вот это ожидание нового, ожидание Твоего водительства. У Тебя есть слово на каждый день, мы просим Тебя об этом. Господь, я прошу Тебя также за все семьи, за обновление отношений между мужьями и женами, Господи. Господи, пусть будет Твой порядок, Господи. Если есть где-то разлад и раздор, я провозглашаю примирение во имя Иисуса Христа. Господь, пусть будут новое вдохновение, новые отношения, Господь. Пусть они также обновляются во имя Иисуса. Не дай нам потерять вот эту связь и страсть друг к другу, а также связь и страсть к Тебе, Господи, во имя Иисуса Христа. Отец, мы также просим Тебя, Господь, благослови вот остатки, то, что мы запланировали, ремонт наш, Господь, чтобы нам уже закончить первый этаж, чтобы нам нормально запустить отопление. И, Господи, благослови, чтобы мы уже сценой могли заняться. Отдаем все в Твои руки, Господи. Ты благослови. Усмотри все деньги, которые нам требуются для этого, чтобы покрыть все нужды во имя Иисуса Христа, Господь. Господи, мы просим Тебя также за каждого человека, который
служит в церкви, который думает о том, чтобы служить, что-то делать для Тебя. И мы просим Тебя, Господи, чтобы было вдохновение, были силы от Тебя, Господи. Твоя подпитка, Твое водительство, Господи. Ты покрой все, чтобы было время, чтобы было желание, было вдохновение, Господь, и где-то была стойкость, Господи. Благослови каждого человека. И я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы в жизни каждого, в нашей церкви, чудеса это была реальность, Господи. Дай нам переживать Тебя, дай нам переживать Духа Святого, потому что без Тебя вообще ничего не имеет смысла, Господи. Хотим переживать Тебя, иметь водительство с Тобой, Господи. Благодарим Тебя. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. У нас есть дети здесь, я слышал сейчас во время молитвы. И подростки, дети, Рафа, идите сюда. Также кто еще и это. Давайте мы помолимся, у нас не так много. Нет, вот туда вот, да, снизу. На сцену выходить не нужно. Нас не так много, но как только мы закончим более-менее ремонт, мы возобновим детское служение. На следующей неделе у нас должны закончить класть плитку. Вот, и много чего, наверное, еще возобновим, если все соберутся. Чаепития у нас были когда-то, вы помните, до того, как мы начали ремонт, у нас уже грязи не будет. Сейчас давайте мы за детей, за подростков помолимся. За всех, не только тех, кто присутствует, но за этих особенно. Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, кто сейчас здесь, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господи, благослови, как я сейчас благословляю, как мы их благословляем. Господи, пусть Твоя рука, она будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, пусть благодать Твоя, она изливается в их жизни, Господи. Прикоснись к каждому. Прежде всего, Господи, просим Тебя, пусть будет крепкое здоровье. Отец, благослови. Наступает опять осенний период, и не за горами у нас всякие инфекции. Я провозглашаю, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной во имя Иисуса Христа. Провозглашаю Твой покров над каждым ребенком, над каждым подростком в нашей церкви. Даже если кто-то и зацепит что-то, я провозглашаю, что не будет никакого вреда, все пройдет бесследно. Господи, также благослови всех школьников, чтобы в этом учебном году он пошел им на пользу, Господи. Дай хороших учителей, дай хороших друзей, окружи такими людьми, которые будут оказывать положительное влияние на них. Господи, благослови их. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Слава Богу. И немаловажная часть нашего служения — это десятина и пожертвования. Если вы, я не знаю, у нас есть кто-то, кто первый раз у нас в церкви? Если вы первый раз, как бы что-то непонятное происходит, вообще не переживайте на эту тему. И сейчас как бы будут проходить ведра, мы собираем деньги, в том смысле, что десятина и пожертвования. Все, на что мы существуем, это то, что мы даем. Поэтому уже можно ведра пустить. Если как бы вы не понимаете, зачем, почему, не беспокойтесь, не переживайте. Доброохотно дающего любит Бог. Но если вы знаете, зачем и почему, если вы что-то приготовили, давайте мы будем давать. Также у нас есть реквизиты в нашей группе. И вы заметили, мы на прошлом собрании еще молились о том, чтобы нам купить плитку, потому что мы уже выбрали все финансы. Слава Богу, мы как бы ее взяли, то есть обеспечили фронт работы, но, к сожалению, мы за нее не рассчитались до конца, скажем так. И, в общем, все так устроили. Я надеюсь, мы как бы потихонечку рассчитаемся и за это, и за работу. То есть, слава Богу, у нас еще, видите, как бы делают, я надеюсь, очень качественно и как бы не спеша. Вот то, что вот они положили, это 3 дня ушло на это. Как бы я надеюсь, на следующей неделе уже все закончат. Но когда они закончат, это будет еще 90 тысяч за работу, которые тоже нужно будет отдавать. Поэтому я их особо не тороплю, как бы делайте хорошо. Вот.
Как только мы сделаем, нам нужно будет сразу сделать свет, потому что что-то мне подсказывает, что темные ночи, они уже не за горами. И нужно, помните, у нас в прошлом году, если кто помнит, мы слегка запоздали с отоплением, и как бы было уже свежо. Вот я надеюсь, что в этом году мы исправимся, и у нас где-то текли радиаторы, мы снимали на первом этаже радиаторы, мы сливали отопление, потому что мы там пол заливали, да, и в общем, я вам накидал слегка так фронт работ, который у нас предстоит, чтобы вы были в курсе, что у нас происходит. Как только мы закончим, я думаю, что нам ничто не мешает уже возобновлять потихоньку, расставлять что-то на первом этаже. Ну, потому что вот декорирование и прочие какие-то вещи мы, скорее всего, отложим, чтобы рассчитаться со всеми делами и кафе и так далее. Ну, я уже хочу заняться сценой, потому что у меня вот прямо горит у нас свет сценический. Все говорят, что вот никто не замечал, что вот как-то не очень свет у нас здесь, да? Вот ты стоишь, видите, у меня какие тени снизу. Не, вам не видно? Ну, как бы вот так оно все. Видно плохо. Будем двигаться, наверное, в этом направлении. Хорошо. Уже все, да? Вы ведра еще не пускали, я уже попросил, можно как бы это. И еще раз, реквизиты у нас в группе есть. Если кто в электронном виде это делает, просто по рядам передайте. Пусть Господь благословит каждого, кто дает. И вы не вставайте, я помолюсь коротко, хорошо? Господь, благодарю Тебя за каждого человека, кто жертвует, кто дает в нашу церковь, кто часть этой церкви. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого. Благослови финансовую сторону, Господи, чтобы ни в чем не было нужды, чтобы на все хватало. Дай мудрости, как распоряжаться деньгами, Господи, как управлять своими финансами, Господь. Я провозглашаю свободу от долгов во имя Иисуса Христа в жизни каждого человека в нашей церкви, чтобы не были подвластны, как написано, что если ты кому-то должен, то ты его уже, чтобы было все по Писанию. Не быть никому ничего должными, кроме взаимной любви. Пусть это будет реальностью в жизни каждого человека. Аминь. Аминь. То есть да будет так. У кого вчера свет выключали? Да нет, не весь город. Вот, вы знаете, где-то вот у меня не выключали, все звонили, спрашивали. А у кого включили уже, все хорошо? Слава Богу. Бог благ. Здорово. Вы знаете, сейчас идет сериал, ну или не сериал, какое-то кино про Магомаева. Никто не видел? Кто-нибудь телевизор? Никто не... Кто-нибудь знает, что про Магомаева идет этот? Круто, вообще никто не смотрит. Я тоже случайно увидел. Я думал, у нас все смотрят. Или я как-то это... Вау. Телевизор отмирает, вы заметили, да? Как бы, кто смотрит телевизор? Не, ну хотя бы иногда. Не, ну да, когда нету, то смотреть только... Вот у нас телевизор есть, вот на него тоже можно посмотреть, он не работает, правда. Да. Ну, этот телевизор, он для того, чтобы потом со сцены видели слова. Все как бы задались таким вопросом, ну, певцы. Потом там будет и всякая полезная информация, вроде таймера. Да, я надеюсь, он у нас заработает в ближайшее время. Но, что я хочу сказать. Знаете, у нас в этом году также Юра Шатунов умер. Если кто помнит, был такой певец. И вообще это все, как бы, знаете, на меня, я сейчас поясню, зачем я вообще это все вспоминаю. Знаете, вот на Западе вот культура возведения, ну я не знаю, как сказать правильно, поклонения, или вот знаете, когда фанаты вот существуют, она всегда была такая, как бы, ну, большой. Вот в Советском Союзе, мне кажется, вот, ну, как-то оно было, но как-то по-другому. Я не знаю, почему я не хочу сейчас этот аспект затрагивать, да. Наверное, воспитание было другое, да, были другие идеалы. То есть общество строилось на других, наверное, принципах. Но такие люди, они всегда существовали. То есть Магомаева я еще, ну, то есть когда он был на пике своей славы, меня еще не было, да, как бы, ну или, не знаю, когда я там был.
был совсем маленький, я этого не понимал. Но я помню, вот, например, вот Пугачева, когда была, да, вот фанаты, которые, то есть это была мегазвезда, ну, была уже, да, можно сказать, потому что пик славы он прошел, и люди тратили деньги, прямо толпы они ездили. Шатунов это было вообще что-то. Ну, он как бы немножко другой возрастной группа, да, ну, молодежь она вся, ну, не вся, но Цой был, да, у нас, и Цой ушел на пике славы. И когда он умер, погиб, ну, может быть, немножко другого масштаба личность, наверное, да, все-таки он был очень популярен, но все-таки в узких кругах, так скажем, не такое массовое, да. Но вот фанаты были везде, и там, и как бы люди, они поклоняются, ну, как, я не знаю, не как Богу, наверное, да, ну, по-разному, везде. Но на Западе вот эта вот культура, она давно существовала, да. Как-то, я не знаю, у нас сейчас приблизительно такое же общество, как на Западе. Было до недавнего времени. Сейчас у нас опять, наверное, будет какое-то резкое разделение. Но суть в чем? Что я хочу сказать? Знаете, как-то мне приходит на ум просто вот воспоминания. Вот за Битлз люди бегали, да. Ну там в основном, наверное, девушки молодые как бы бегали. Но вот Элвис Пресли тоже, да, был такой. Его называли еще король, да, рок-н-ролла. И в свое время, и он ушел, в принципе, на пике популярности, наверное, как Цой, да. Ну, не совсем пик. Он уже как бы стал такой, набрал вес, то есть на наркотиках сидел, как бы все изменилось. Но тем не менее, он был очень популярен. И вот один его фанат, он говорит, что он вообще повторял за ним все. Он говорит, когда я был маленький, то есть там с 5-летнего возраста, меня, говорит, в школу всегда к директору отправляли учителя, потому что у меня 2 верхние пуговицы на рубахе или 3, они всегда были расстегнуты. Да, как бы, и когда после директорского кабинета я приходил, то есть, ну, меня заставляли застегнуть, когда никто не видел, я их опять расстегивал. Надо мной смеялись там одноклассники, потому что Элвис одно время он начал носить белые сапоги, такие, я, говорит, купил себе белые сапоги, ну и как бы мальчик в белых сапогах, как бы, ну ты же не рок-звезда, да, но как бы над ним стебались вот все. Он говорит, я чего только не делал, и книги были. У меня, говорит, листья были, 3 листочка с его двора, с его дерева я там привез. Я его 4 раза на концертах видел. И все время пытался подойти, я пытался как-то прорваться за кулисы, когда, ну, он уже был. Позже он сделал себе пластику лица. Вы знаете, вот, ну, нам это вообще чуждо. Ну, то есть он начал его копировать, он сделал себе прическу, он сделал себе пластику, чтобы у него скулы такие же были. И он даже потом зарабатывал деньги, ну, потому что он научился играть на гитаре, и он купил себе Кадиллак с открытым верхом, вот он приезжал, его приглашали на сцену за деньги, что как будто он Элвис. Но в тот момент, в то время, он говорит, что однажды я приехал к нему, ну, в то место, где он жил, к нему домой, я, говорит, простоял 12 часов в надежде на то, что он выйдет, и я смогу с ним поговорить, да, или подойду к нему. Но мне никогда не удавалось даже близко подойти к нему, потому что он постоянно был окружен какими-то людьми. Все время вокруг него кто-то был. Да, я его видел издалека, но я никогда не мог подойти к нему близко. У меня такие мысли, знаете, вот иногда у верующих, у христиан, вот то же самое с Богом. Вот он вроде бы есть, и ты ему поклоняешься, и вот это вот все, но они никогда не могут подойти к нему близко. И кажется, что Бог, он где-то далеко. Кажется, что Бог, он очень далеко, и что он тебя не понимает, и что ему нет дела до тебя. Занят он, кто он, Бог, и ты кто такой. И знаете, как Давид в 21-м псалме, он там закричал просто. Давайте мы прочитаем 21-й псалом, 2-3 стих. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопли моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью.
и нет мне успокоения. Ночью и нет мне успокоения. Он говорит: Господи, да где ты вообще? Я кричу к тебе, и тебе нет дела до меня. И бывает такое, что, знаете, что у верующих каждый, наверное, он проходит такой период, когда тебе кажется, что, а где Бог-то вообще? Что происходит? Почему? Наверное, каждый верующий, он переживает такие времена, когда он может сказать, что я не чувствую, что Бог, Он рядом со мной, что Он где-то близко. Где Он? Кажется, как будто Он где-то далеко. Да, Он там существует, Он там великий, всемогущий, но вот лично до меня Ему сейчас нет дела. Наверное, Он чем-то занят. И вы знаете, Библия, она полна примеров, если взять все великих людей, великие имена, которые записаны в Библии. И, наверное, у каждого был такой период, когда можно посмотреть и сказать, что они не чувствовали близость с Богом. Знаете, такие люди, как Давид, Моисей, там, Еремия, Иов, Илия, другие. У них у всех были такие вот времена, если мы их истории читаем, да, когда они проходили что-то. Кажется, как будто Бога рядом не было с ними. Они все проходили через что-то подобное. Казалось, что Бог их не понимает, или Бог их не принимает, или Он далек от них. И сейчас, в наши времена, у многих верующих, у многих христиан бывают такие же эмоции. А где Бог вообще? Что происходит? Те времена, когда кажется тебе, вот прямо сейчас вот мне особенно нужно присутствие Божие, мне особенно нужна, там, не знаю, сила Его, чудеса Его. Хочется, чтобы Бог, что вот сейчас Он что-то сделал. Но когда проходит время и ничего не происходит, многие верующие начинают испытывать проблемы с верой. А что вообще? Где Бог? Никому не знакомо? Как бы, может, я зря рассказываю. Одна из таких самых захватывающих историй в Библии, в Ветхом Завете, это история Иосифа. И я в своих проповедях также использовал этот пример под разным углом, и можно подчеркнуть что-то. И сегодня я бы хотел посмотреть вот с этой стороны. Все вы знаете эту историю, я пересказывать не буду. Вы знаете, что Иосиф, он один из 12 сыновей Иакова. И выглядело так все, что он был любимчиком у отца. Да? Так что он даже там и не работал в поле, как все остальные там братья пахали. И отец ему одежды дал, праздные такие, да, красивые. И он там ходил весь такой: посмотрите на меня, пока вы тут работаете. Более того, даже кажется, что и Бог, он также благоволил к нему больше. Почему? Потому что он 2 раза, да, ему дал сон, судя из которого потом, получалось, что его братья и вся его семья, они придут и они поклонятся перед ним, да. И у Иосифа хватило мозгов рассказать об этом братьям своим, да. Как бы я вот весь такой красивый, стою, у меня тут плащ развивается белый, а вы ко мне придете и мне поклонитесь. В общем, все закончилось для него печально. Хотели его убить, просто избили, кинули в яму, да, и там хотели закопать его, но мимо проходили работорговцы, и они его за 20 шекелей продали в рабство, да. И вы знаете, да, потом дальше эту историю. 13 лет он провел в чужой стране, в чужой земле, в рабстве. То есть, давайте мы почитаем. Сейчас это у нас Бытие, 39 глава.
с 1 стиха. Написано в Библии следующее. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук израильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь, внимание, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, в смысле Господь Бог с Иосифом, да, и что всему, что он делает, Господь, вот тот, в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господа на всем, что имел он в доме и в поле. Я вот здесь, вот эти вот 5 стихов, здесь 4 раза говорится о том, что Бог, Он благословил Иосифа. Или из-за Иосифа Он благословил потом еще и египтянина этого. И что Господь, Он был с Иосифом, Он был с ним. Внимание! Иосиф в рабстве. Вот он жил, и он ходил в доме отца, и весь важный, и отец его там почитал и любил, и все такое было. И тут, представляете, вот чуть не убивают, продают вообще непонятно кому, какие-то вот, ну, пришлые там, ну, не цыгане, но по-нашему, если, да, то есть работорговцы, евреи там мимо шли, им продали, те его утащили, продали его там дальше, перепродали в Египет. И написано, что Господь был с Иосифом. Итак, вроде бы, ну, в рабстве, да, но Господь с ним, и он там преуспевает, и человек попался, да, непростой, который его перекупил, он был при дворе, и мало того, что при дворе, он еще и начальник телохранителей, да, то есть важный господин, и он у него в доме работает. Ну, могло бы быть и хуже, наверное, да, как бы Господь действительно его благословляет. Но потом дальше что? Становится еще хуже. Вы знаете, да, историю, то есть жена вот этого Потифара, Иосиф, он был симпатичный, на лицо, и она захотела его затащить к себе в постель. Ну, я не буду долго рассказывать, прямыми как бы словами, да, то есть пыталась его соблазнить, он ей отказал несколько раз, и она в отместку за это обвинила его в том, что он пытался ее изнасиловать, да. 19-20 стих той же самой 39 главы. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Дальше 21 стих. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Еще 3 раза здесь говорится, что Господь был с Иосифом, Он давал ему успех, Он благословлял его. 7 раз, вот это вот 39 глава, 23 стиха в ней, 7 раз говорится про то, что Бог был с Иосифом, Он благословлял его и делал то-то, и делал то-то, и все, к чему он не прикасался, все было хорошо. Я не знаю, есть ли еще места Писания, где вот так было бы сконцентрировано вообще в Библии, мне на память не приходит. Чтобы говорилось постоянно, что Бог был с этим человеком, Он благословлял его, Он был с этим человеком. Почему? Здесь всего 23 стиха, и так часто, да, здесь говорится, что Бог, Он был с Иосифом. То есть сначала он попал в рабство, и написано, Бог, Он был с ним. Дальше еще хуже. В этом в рабстве он еще и в тюрьму попал.
Бог был с ним и благословлял его, и все, что он там делал. Зачем это говорится вообще? Ну, мне кажется, очевидно, что если бы там не было написано, никто бы из нас и не подумал, что Бог был с ним. Да? Ну, как благословлял? Где он там с ним был, если его сначала в рабство продали, потом еще женщина нечестная его обвинила, да? Слава Богу, еще, как бы я по тем временам я вообще не представляю, как его вообще не убили. Бесправный раб, который пытался изнасиловать жену. А его в тюрьму посадили просто, да? Ну, как бы Бог действительно благ, наверное, был к нему, потому что что ж стоила жизнь раба вообще, да? И я думаю, что Господь, Он специально нам показывает и говорит про это. Он хочет нам показать, чтобы донести, что Бог был с Иосифом, Он его благословлял, потому что иначе из нас бы никто бы и не подумал, что такое возможно. Да? И мы бы подумали, что Бог, Он оставил его, особенно, вот, знаете, ну, как в евангельских церквях это принято, в протестантских, как бы, ну, если у тебя все хорошо, значит Бог с тобою, а если как бы что-то как-то у тебя что-то не клеится, ну, вот Бог его оставил. Знаете, вот свежайший пример, да, который показывает, что такая логика, она здесь не работает. Потому что, ну, посмотрите на него, что еще хуже может быть, но только жизни забрали. Написано, Бог был с ним и благословлял его. Все, что он там не делал, да, в этих обстоятельствах. И на протяжении 13 лет своей жизни дальше Иосиф, он проходит вот эти все испытания. Это здесь так написано, что вот он попал в темницу, и потом вот он, стражник увидел, да, начальник темницы, что Бог его благословляет, и все, что он не делает, все хорошо. И потом вообще все управление тюрьмой на него передал. И всех, кто в тюрьме сидел, тоже на его попечение. Вообще уже ничего не делал, только вы понимаете, что это процесс по времени растянутый, да? Он не сразу такой стал. То есть сколько он там просидел, сколько там потребовалось времени, чтобы его заметили, что он что-то делает. Как это вообще произошло? Итак, 13 лет. И он прошел через все эти трудности, и Бог, Он его не покидал все это время. И он 13 лет там находился. Продолжительный промежуток времени. Я не знаю, у кого как, но я думаю, что у многих бы руки опустились. Господи, да где ты вообще? Что происходит? Вот я и в рабстве продали. Незаслуженно. Ничего я такого им не делал, но подумаешь, сказал, да, что они когда-то мне поклонятся. Ну что? А потом еще и жена неправедно обвинила. Господи, да доколе, где ты? Почему вообще все это происходит со мной? Но истина в том, что Бог был с ним всегда. Да? Вы согласны? Бог же с ним был. Написано так. Знаете, вот голос истины. Истина в том, что Бог был с ним. Есть такая группа христианская, англоязычная, но она в свое время, там 6-й год или 8-й, она была во всех топовых, ну, чартах, как это вот называется, да, в западном мире. Называется группа Casting Crowns. Ну, я не знаю, как бы нам ни о чем не говорит, мы особо как-то это все мимо нас прошло, но у них есть такая песня «Голос истины» называется, и там просто есть такие слова в куплете, они поют, что «Я вот хотел быть как Петр, пойти по воде, и пошел, но волны вот эти, они мне говорят, что да у тебя ничего не получится». И потом я хотел, что там еще у них, быть как Давид, победить Голиафа, это те великаны, которые встречаются у меня на пути, но голоса мне там, все эти гиганты, великаны, которые появляются в моей жизни, они говорят, что тебе никогда не победить, у тебя ничего не получится. И потом как бы припев там у них идет, что но я буду слышать голос истины. То есть он мне говорит совершенно другую историю. Голос истины говорит,
не бойся, и все это во славу мою. То есть как бы Бог говорит, что вот это все происходит с тобой во славу мою. Применительно вот к нашей ситуации, ну вот то, что мы сейчас про Иосифа. Истина, она в чем заключается? Она заключается в том, что неважно, какие ситуации, какие обстоятельства стоят перед тобой, неважно, с чем ты сейчас борешься, что вообще происходит, неважно, что ты потерял в своей жизни, что ты утратил, но Иисус всегда достигнет тебя, Он всегда рядом, что бы ни происходило. И Он выдернет тебя из этого там бури, там волны, или Он будет всегда рядом, чтобы помочь справиться со всеми этими великанами в твоей жизни. Ты никогда не будешь один. Ты никогда не один, несмотря бы что происходило. Почему я так говорю? Да потому что Бог, Он дал такое обещание. Он сказал, что ибо сам, это в Евреям там 13 глава, отсылка к этому тексту, не оставлю тебя и не покину тебя. Я просто до этого вот уже, у меня там пару проповедей была, знаете, как общая такая тема, это ложь, в которую верят люди, или ложь, в которую верят христиане. И вот сегодня то, что мы рассматриваем, это, знаете, это ложь, что а Богу все равно. Богу нет до меня дела. Бог меня не понимает. Бог меня не слышит. Но через все Писание, знаете, вот эта вот тема, она проходит, что для Божьего народа все совсем не так. Да? Матвея 11 глава, 28-30 стих. Иисус сказал следующее. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Иисус, Он рядом, и Ему не все равно. Он заботится, и Он понимает тебя. И Он даже знает тебя лучше, чем ты сам. Но мы живем в этом падшем мире, когда вот люди задают вопрос, а почему вот все происходит так? Почему вот это, почему вот так, почему незаслуженно? Еще раз, знаете, одни из самых первых проповедей, которые, когда я начал проповедовать в церкви, у меня была такая тема, почему плохое случается с хорошими людьми. Потому что это тоже бывает, и это тоже реальность нашей жизни. И это не означает, знаете, вот как вот в этом вот мышлении некоторых вот церквей, преуспевания такого, что если что-то плохое с человеком происходит, все. Либо он нагрешил, либо там еще что-то, Бог его оставил. Да нет же! Куча примеров таких, когда незаслуженно происходит. Почему? Да потому что мы живем в том мире, который падший, полон греха, беззакония. То, что было испорчено, да, вот Адамом тогда вот, в первородном грехе. И из-за того, что мы живем в этом падшем мире, если мы живем достаточно долго, на протяжении там, жизни, да, я думаю, что каждый человек, он сталкивается с такой ситуацией, когда ты чувствуешь беспомощным себя, у тебя разочарование, у тебя горечь, и вообще непонятно, что делать. И Иисус, Он знает об этом. И именно поэтому Он сказал, что придите ко мне, да, возложите на меня свои бремена, да. Все свои страхи, все свои заботы. Потому что мне не все равно, Он говорит. Потому что я тебя понимаю, я забочусь. Я могу дать тебе и ободрение, и дать тебе мир в сердце. Но с нами проблема в чем заключается с людьми? Потому что мы привыкли опираться на вещи осязаемые, вещи этого мира. То, что работает вообще в нашем обществе. Связи, деньги,
друзья, еще что-то. И мы хотим, чтобы это давало нам вот это чувство безопасности. Но на самом деле ничто не может в этом мире дать нам безопасность. На какой-то промежуток времени да. Или вообще у кого-то там, да, вот ты полагаешься, и оно срабатывает. Но обстоятельства могут вот так поменяться. Жизнь, она еще и не таких обламывала. И тогда ты уже, как знаете, не хочется оказаться в такой ситуации, когда ты понимаешь, да никто уже не может помочь вообще. Ни деньги, ни друзья, ни там еще что-то. И разные бывают проблемы, да, то есть и душевного, духовного плана, и еще какие-то. И когда ты оказываешься в такой ситуации, когда тебе начинает казаться, что Богу все равно. Видимо, или может быть ему не все равно, но как-то забыл он про меня. Или вот рядом со мной его нету. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-21 стих. Иисус говорил следующее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мы живем в падшем мире, в греховном мире, который полон злобы, беззакония. Именно поэтому, да, Иисус, Он сказал, что в этом мире будете иметь скорбь. Хорошая новость это то, что этот мир – это не наш дом. Мы просто как странники, да? Это промежуточный этап. Наш дом на небесах, да, потом. Но хочется, конечно, чтобы как-то и здесь было более-менее, да? Не очень хочется страдать. Но если у тебя хватает мудрости прислушаться к голосу Божьему, то приоритет у тебя будет, чтобы не собирать какие-то сокровища здесь, да, но радеть о том, чтобы было сокровище на небесах. И не только, в материальном плане, но любые какие-то, друзья, там еще что-то. Как бы это печально не было, вот все вещи, на которые ты полагаешься в этом мире, они в один момент могут пройти у тебя просто как песок сквозь пальцы. И нет ничего. Ничего не сможешь унести из этого мира. Настанет тот момент, когда совсем придется расстаться. Стоит ли полагать всю жизнь свою, да, на то, что если ты понимаешь, что ты будешь жить дальше, и ты это не сможешь с собой вообще ничего взять, может как бы и не упираться так сильно, может на что-то другое. Но что бы с тобой ни произошло, чего бы ты ни потерял, Иисус обещал нам, что придите ко мне, все труждающиеся и все обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Это вот то, что мы читали до этого, да? Матвея 11 глава, 28-30. Другими словами, о том же самом говорится 1 Петра, 5 глава, 6-7 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аминь. Что бы ни происходило, знаете, Бог, Он печется, Он заботится, Ему не все равно. Я бы хотел закончить историей. Я уже приводил эту историю, насколько я помню, но, может быть, немножко в другом контексте. Была такая поэтесса английская,
которая жила в 19 веке, ну, на рубеже веков, 18-19 век. То есть творчество уже было пришлось на 19 век. Ее звали Шарлотта Эллиот. И ее дед и ее брат, они были проповедниками. И в доме у них часто останавливались проповедники. И она постоянно вращалась, она вот выросла в такой вот семье верующей. И где, ну, молились, постоянно говорили о Боге. И вот что-то такое происходило. При этом, при всем, она имела очень такой острый ум, и она была талантлива. Ну, вот как бы она писала стихи, но при всем при этом она была зла на Бога, и, ну, как вот она сама говорила, что Бог меня забыл, Бога нет со мной. Почему она так говорила? Потому что она была инвалидом, она с детства была в коляске в инвалидной все время. И однажды у них дома остановился проповедник, там какой-то швейцарец. И вот он с ней разговаривал, он говорил о том, что, ну, ты вообще как? Ну, у тебя вот вроде бы там родственники там Господу служат, и ты сама не думала о том, чтобы принять Бога, чтобы прийти к Богу. И она говорила, ну, посмотри на меня вообще. И, знаете, он ей сказал такие слова. Он говорит, что тебе нужно прийти такой, какая ты есть. Вот какая есть, такая и должна прийти. И она говорит, что сначала это в ней такую бурю возмущения вызвало. И она его обвиняла в том, что да, какой-то бездушный вообще человек. Как вообще, ну, я там с детства инвалид, то есть ходить не могу, у него там вообще проблемы были. Но в конце, знаете, вот эта мысль, она поселилась у нее, что должна прийти такая, какая есть. И она отдала свою жизнь Христу. И позже, да, она, на самом деле, она написала так много христианских гимнов. Ну, нам как бы они, наверное, ни о чем не говорят. Но один, я думаю, что скорее всего слышали, особенно те, кто, если из баптистов кто-то вышел там. И этот псалом, этот гимн, который она написала, он так и называется «Таков, как есть». И знаете, его перевели на многие-многие языки, там больше, там, не знаю, 150 языков было переведено. И был такой вот проповедник Билли Грэм, который вот устраивал такие евангелизационные собрания, стадионы собирал, и по всему миру он ездил. И он говорит, что на каждом собрании, вот в конце, когда призыв к покаянию, они всегда включали вот этот гимн, они его исполняли, что «приди такой, какой ты есть». Вот какой бы ты ни был, приди. И есть разные переводы. Я вот один как бы нашел. Но вот суть в том, что какой бы ты ни был, и вот это на самом деле, знаете, вот это наследие, которое она после себя оставила, женщина-инвалид, но все это знают. Сначала она даже не подписала текст, никто не знал, кому принадлежит. Потом кто-то, вот, ну, другой человек написал музыку на этом. Я хотел включить, нашел в Ютубе, но там такое исполнение, в общем, 19 век, как бы, да, вот такой хор там и такое это. Не совсем даже понятно, что поют, как бы, я думаю, что даже если я прочитаю, будет, наверное, понятней. Вот, но вся суть в том, что тебе нужно прийти к Богу, какой ты есть, со всеми грехами, со всеми ошибками, со всеми недостатками, горестями, печалями, все, что есть у тебя. Не надо стараться быть достойным, хорошим каким-то, чтобы заслужить его. Приди, какой ты есть. И вот сейчас я текст вам прочитаю, может быть. «Таков, как есть, во имя крови, за нас пролитой на кресте, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к тебе.
Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе. За верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе. Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне. К тебе я прихожу, Спаситель, дай мне тебя познать вполне. Таков, как есть, твоей любовью, низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Христос, я прихожу к тебе. Сегодняшнее вот просто послание, то, что я хочу, чтобы у нас запечатлелось, чтобы осталось, потому что все, что я говорил, я понимаю, может быть, завтра уже никто и не вспомнит. Но одна фраза, если вы запомните, если вы будете ее помнить, что Богу не все равно. Что бы ни происходило, чтобы какая бы у тебя ситуация в жизни не была, и тебе кажется, что ничего не это, Он рядом, и Он слышит, и Ему не все равно. И Он верен, написано, обещавший, и обещавший тому, что не оставлю тебя и не покину тебя. Аминь. Да будет так. На этой радостной ноте давайте мы прославим Господа еще. И мы уже будем заканчивать. Если кто-то ерзал, и ему нужно ехать на дачу, можно будет воссоединиться с природой. Давайте мы прославим Господа. И на следующей неделе, я сейчас просто забегу вперед, потому что мы потом, это будет как бы финальный наш аккорд в прямом и переносном смысле. На следующей неделе у нас строители продолжат класть плитку. И это ответственный момент, как вы сами понимаете. Иногда нужно потерпеть пару дней, чтобы потом все было хорошо. Мы отменим также все мероприятия какие-то, молитвенные в пятницу, всякие такие вещи. Я знаю, у нас домашка есть, может быть, мы даже отменим домашку, да, домашки. Там ближе к теме будет понятно. Потому что я думаю, что к среде они как раз будут продвигаться вот в ту сторону. И как бы там загородки какие-то не делай. Вот, например, в эту пятницу у нас должно было быть молитвенное, и как раз клали плитку вот перед входом сюда. И мы всех предупредили, что ничего не будет, все отменяется. Я потом строителей спрашиваю, говорит, нет, говорит, все равно кто-то успел. Говорит, просто пришел, никому ничего не говоря, сразу поставил ногу и пошел на второй этаж. Ну, в общем, они там слегонца доделали, переделали, положили ведро и швабру. Но еще раз, на следующий, 1 неделя, наверное, только. Нам нужно сделать плитку на 1 этаже. Хорошо? Давайте мы Господа прославим.
вопрос еще. Все, о чем я говорил, не имеет никакого смысла, если ты не знаешь Христа как своего личного Господа и Спасителя. Если у нас есть люди в зале, и вы ни разу не принимали Бога, не молились Христу, не просили Его о том, чтобы Он был вашим Богом, я могу вам помочь в этой первой молитве. Если вы хотите, я могу с вами помолиться. Мы никого не принуждаем. Можно подойти ко мне потом, после собрания, если сейчас стесняетесь. Хорошо? Для всех остальных, для нас, Господь пусть благословит вас на эту неделю. Оставайтесь здоровыми, берегите себя. Добро пожаловать в следующее воскресенье сюда в 11 часов.